уходит людей. Господи. Давай резко будет видно, да? А нужен один? Ну, наверное, лучше, да. Ну, да. Да. Ну, убирайте. Второй висит, да. Вы будете меняться по очереди? Да. Ну, можно там вот сесть. Хорошо. Просто молчать, да? Да, она будет А потому молчать. что у вас тут микрофоны хорошо. Микрофоны очень чувствительные. Вот микрофон, вон микрофон, вон микрофон. Если я отсюда буду говорить и задавать вопросы, будет хорошо слышно. Значит, мы должны потихонечку очень. Не хихикать. Да, вот сюда садитесь. Туда лучше, да? Да? Вот там на проходе. Будете меняться потом по очереди. Значит, мышка работает, вы можете сами листать презентацию даже, либо уж Наталья. Я объясню. А, вот Саша пришел. Нет, Саша. Я тут сижу. Да, вы сразу, наверное, пойдешь сюда, да? И сюда, отсюда. Главное, не кашлять, если что, кашлять. Да, ну, примерно где-то. Саша, мне их грузить или ты? Это первое. Он тут мне пишет презентация читать людям. Вот это... Да, я буду сидеть. Добрый день, коллеги! У нас сегодня вебинар по теме «Особенности подготовки к итоговой аттестации по русскому языку обучающихся с нарушением слуха». Меня зовут Керимова Ольга Викторовна, я работаю учителем русского языка и литературы специальной коррекционной школы-интерната номер 4 города Сыктывкара. Со мной мои коллеги, учителя русского языка и литературы Бутарева Лариса Альбертовна и Уразова Галина Михайловна. Выбор данной темы обусловлен тем, что с введением новых форм проведения государственной итоговой аттестации появились проблемы в системе подготовки учащихся с ОВЗ по слуху. Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в настоящее время перед учителем стоит сложная задача подготовить учащихся с нарушением слуха к успешной сдаче выпускных экзаменов. Приоритетным в сурдопедагогике, по мнению ведущих и зарубежных отечественных дефектологов, считается развитие связанной речи на уроках русского языка. Очевидно, что главное внимание нужно уделить работе с текстом. Учитель должен хорошо знать уровень речевого развития своих учащихся и систематически контролировать правильность понимания даже самых употребляемых слов. В этом случае будет создана основа для полноценного словарного обогащения и в конечном итоге развития речи слабослышащего ребенка. Известно, что слабослышащие учащихся имеют проблемы с пониманием текста. Одни ученики при чтении текста не понимают смысла текста, ошибочно передают его содержание. Другие понимают смысл текста не полностью. Третьи понимают смысл и содержание текста, но не воспринимают контекст. Пересказы изложения учащихся с нарушением слуха имеют достаточно примитивный характер, а в некоторых случаях не отражают не только смысл, но и содержание текста. Из сказанного становится очевидным то, что главное место в коррекционной работе занимает обучение понимания смысла текста. Итак, перед разбором содержания текста мы объясняем учащимся значение непонятных слов. Например, слова, обозначающие географические объекты, специальные термины из разных областей знаний, слова, характеризующие ту или иную профессию или род занятий людей и так далее. Трудные в орфографическом отношении слова, правописание которых учащимся неизвестно,
И все собственные имена, встречающиеся в тексте, мы выписываем на доске. Итак, таковы этапы работы с текстом при подготовке к экзамену. На первом этапе разбираем содержание текста. Следующий этап предусматривает выполнение грамматических заданий. Затем учитель проводит словарную работу. Учащиеся записывают наиболее сложные в грамматическом плане и ключевые слова, словосочетания, предложения для последующего изложения текста. Ученики могут использовать материал словарной работы для написания изложения. Последний этап подготовит учащихся к написанию сочинения. Таким образом, учащиеся с нарушением слуха проходят поэтапную подготовку к выпускному экзамену, где им предстоит написать сжатое изложение с творческим заданием. При этом важно отметить, что практическую подготовку глухих учащихся в письменный экзамен по русскому языку необходимо начинать с 5 класса, сразу после перехода учащихся из начальной школы в среднее звено. Исходя из коррекционных задач обучения, мы адаптируем тексты применительно к возможностям учащихся с нарушением слуха 5-8 классов. Важное значение при работе с текстом имеет чтение вслух. К текстам предлагаются самостоятельно делать схематические рисунки, чертить графики, схемы и так далее. Эта практическая деятельность позволяет увидеть, что именно понял каждый ученик. Эти рисунки, графики помогают учащимся самостоятельно пересказывать текст. Примерный план работы с текстом. Первое – это мы читаем текст, определяем стиль текста, определяем тип речи, определяем тему, основную мысль, называем ключевые слова или словосочетания, которые отражают тему текста, составляем план текста, делаем его заголовок, находим в тексте изобразительное выражение средства речи, сравнение, метафоры, олицетворение и так далее. Далее мы вставляем пропущенные буквы, объясняем их правописание, объясняем постановку знаков препинания в указанных предложениях и чертим схемы. К определенному слову мы подбираем однокоренные слова различных частей речи, подбираем синоним к данному слову. Далее пишем изложение по плану. После этого мы пишем сочинение-миниатюру по теме определенной, используя материал словарной работы. На экзамене обучающиеся пишут сжатое изложение с творческим заданием. Допускаются тексты повествовательного характера без сложных синтаксических конструкций. Участникам экзамена предоставляют текст изложения для чтения и проведения подготовительной работы к изложению на 40 минут. То есть ребятам дается текст для того, чтобы они с ним ознакомились. По истечению этого времени организатор текст забирает. Время проведения экзамена увеличивается на 1,5 часа. Для психологической готовности обучающихся к экзаменам в середине учебного года проводится пробный экзамен. Итак, в таблице видно, как учащиеся нашей школы-интерната номер 4 сдают экзамены за последние 5 лет. То есть мы определяем учебный год, количество учащихся, вы видите, это могут быть учащиеся 1 класса, это могут быть учащихся 2 классов. И успеваемость. Успеваемость – это значит, что ребята пишут без двоек, и качество знаний – это то, что мы называем без троек. Вот можно посмотреть, что ребята у нас сдают экзамены достаточно хорошо. В итоге рассмотрения данного вопроса можно сделать вывод, что системная и профессиональная работа педагогов позволяет слабослышащим учащимся успешно сдавать выпускные экзамены. Я передаю слово своей коллеге Бутаревой Ларисе Альбертовне.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я Бутырева Лариса Альбертовна, учитель русского языка и литературы школы-интерната номер 4 города Сыктывкара. Итак, мое сообщение – работа над сжатым изложением. Сжатое изложение проверяет умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в тексте, выделять в тексте микротемы, умение в каждой микротеме разделять информацию на главную и второстепенную, умение сжимать второстепенную информацию, то есть удалять ее из текста, умение письменно передавать извлеченную главную информацию связно, логично и последовательно. Здесь я представила критерии, к которым мы должны стремиться. Итак, экзаменуемый точно передал основное содержание текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. Экзаменуемый применил одно или несколько приемов сжатия текста, использовал их на протяжении всего текста. Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. Логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена, в работе нет нарушения абзацного членения. Вот именно к этому идеалу мы стремимся с ребятами. Итак, немножечко о способах сжатия текста. К основным приемам сжатия текста относятся исключения. Исключение повторов, одного или нескольких синонимов, поясняющих, уточняющих вводных конструкций. Фрагмента предложения, имеющего менее существенное значение. Однородных членов при обобщающем слове, одного или нескольких предложений. Следующий способ сжатия текста – обобщение. Это замена однородных членов обобщающим, замена прямой речи косвенной, замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с обобщающим значением. И также последний способ сжатия текста – это упрощение. Это слияние нескольких предложений в одно, замена предложения или части указательным местоимением, замена сложно подчиненного предложения простым, замена фрагмента предложения синонимичным выражением. Например, замена придаточного определительного синонимичным определением, замена придаточного обстоятельственного синонимичным депричастным оборотом. Сокращение количества частей сложного предложения. Этапы работы над сжатым изложением. Первое, мы определяем тему, идею произведения, определяем структуру, выделяем абзацы, выделяем микротемы, определяем, какая информация в каждой микротеме является главной, обозначаем ключевые слова и выбираем способы сжатия текста. Итак, простите, я расскажу вам этапы работы над сжатым изложением по классам. В 5 классе мы начинаем работу над сжатым изложением с комплексного анализа текста. Здесь работа точно такая же. Определяем тему, идею произведения и, конечно же, добавляем словарную работу и разбор содержания. Определяем структуру, выделяем абзацы, выделяем микротемы, пишем план и определяем, какая информация в каждой микротеме является главной, обозначая ключевые слова.
Если мы определяем идею произведения, мы можем определить, какая информация в каждой микротеме является главной. И здесь мы обозначаем ключевые слова. То есть за ключевые слова мы принимаем пока подлежащее и сказуемое. Так детям будет легче. Итак, дальше. Работа над изложением в 5 классе, конечно же, только коллективная. И первое, что мы делаем, мы учимся воспринимать текст на слух. Пока ребята воспринимают текст на слух, слушают его, они пытаются ответить на 2 вопроса. Кто герой и что с ним произошло? Какие трудности есть у наших детей? Конечно же, учащиеся не могут воспроизвести весь ход событий. Поэтому мы с ними используем схему со стрелочками, так мы ее и называем. И пишем ее на листочке. Определяем, кто герой, и записываем, что сначала произошло, а что потом. Работа с текстом далее. Здесь мы определяем тему, идею произведения, проводим словарную работу, точно так же определяем структуру, выделяем абзацы, пишем план, определяем, какая информация главная, какая второстепенная. И здесь уже, когда мы работаем с текстом, мы выбираем способ сокращения текста. Но сокращаем мы в каждом классе то, что изучаем. Итак, в 5 классе мы работаем с текстом, зачеркиваем все карандашом. Что мы исключаем? Исключаем повторы, один или несколько синонимов, определения и исключаем однородные члены при обобщающем слове. А также используем обобщение. Заменяем однородные члены обобщающим. Далее мы чертим табличку. В первой таблице, в первом столбце у нас план, а во втором ключевые слова. Ключевые слова – это пока у нас подлежащие и сказуемые. Конечно же, у детей есть специфические ошибки. Особенные какие? Это пропуск предлогов, дети у нас предлоги пропускают совсем, и неправильное употребление местоимений. Предположим, на примере, смотрите, в клюве жаворонок держал большого червя. Мы зачеркиваем второе предложение. Мимо проплывала золотая рыбка и увидела червя. И дети оставляют «она высунулась из воды». Здесь нам непонятно, кто она. Поэтому мы очень внимательно следим за местоимениями. Дальше, в 6 классе, как видите, конечно же, преобладает коллективная работа, но и дети по желанию выполняют работу индивидуально, те, кто посильнее. Точно так же остается комплексный анализ текста, и работаем мы над изложением точно так же. Мы используем при восприятии схему со стрелочками, точно так же работаем с текстом и выбираем, сжимаем текст, мы тоже работаем с карандашом, и пока еще у нас исключение и обобщение. В табличке точно так же план, ключевые слова, подлежащие и сказуемые. В 7 классе здесь, как видите, уже преобладает индивидуальная работа. Сжатие текста мы пока еще работаем с карандашом. Исключение, из сокращения у нас к исключению и обобщению добавляется упрощение. Из исключений, в исключение добавляются у нас причастные ди, причастные обороты, так как мы их уже начали изучать. К обобщению у нас добавляется замена предложения или части определительного или части определительным или отрицательным местоимением с обобщающим значением. И у нас добавляется упрощение. Это слияние нескольких предложений в одно, замена предложения или его части указательным местоимением, замена сложно подчиненного предложения простым, замена фрагмента предложения синонимичным выражением. То есть работа усложняется.
В 8 классе, как видите, преобладает здесь уже у нас индивидуальная работа. При восприятии текста на слух схему со стрелочками используют уже не все. Некоторые отказываются от этой работы и запоминают уже устно. При сжатии текста мы пока еще зачеркиваем карандашом. И при сжатии текста к исключениям добавляются поясняющие, уточняющие и вводные конструкции. И так как дети теперь начинают работать индивидуально, еще одно задание перед ними стоит – посчитать количество слов после сжатия текста. В 9 классе исключительно здесь уже индивидуальная работа. При восприятии на слух уже мы никто не используем схему со стрелочками. При сжатии текста зачеркивание карандашом, от зачеркивания карандашом некоторые учащиеся уже отказываются. И в упрощении, поскольку мы проходим сложно сочиненное предложение, мы работаем с ним, сокращаем количество частей сложного предложения. У нас здесь, посмотрите, в табличке план остается, а ключевые слова уже ребята подбирают индивидуально. Это не обязательно должно быть подлежащее и сказуемое. Итак, в 10 классе, тут, конечно, несомненно, это уже только индивидуальная работа. При сжатии текста мы уже не зачеркиваем карандашом. При обобщении мы заменяем прямую речь косвенной. И при упрощении, так как мы изучаем сложно подчиненное предложение, бессоюзное сложное предложение и сложное предложение с различными видами связи, у нас добавляется замена сложно подчиненного предложения простым, замена фрагментов предложения синонимичным выражением, замена придаточного определительного синонимичным определением, замена придаточного обстоятельственного синонимичным депричастным оборотом. И, как видите, ключевых слов у нас становится уже очень мало. Таким образом, обучение учащихся с нарушением слуха и изложения очень сложный и длительный процесс. Регулярная и планомерная работа над изложением формирует умения и навыки связанного изложения мыслей в устной и письменной форме, включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства, совершенствовать написанное, обогащает словарный запас и грамматический строй речи учащихся. Учителю необходимо постепенно и систематически доводить до сознания учащихся весь комплекс требований, которые предъявляются к экзаменационной работе. Благодаря такой планомерной и систематической работе учащиеся успешно сдают экзамены. Но, конечно же, самая сложная работа – это написать сочинение. И я с удовольствием передаю слово моей коллеге Галине Михайловне. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Уразова Галина Михайловна. Я работаю учителем русского языка и литературы с обучающими с нарушением слуха. Продолжаем разговор моих коллег. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это написание творческого задания, то есть сочинение. Мы начнем с особенностей речи обучающихся. Неполноценность восприятия слов на слух приводит к бедности и искаженности словарного запаса, к ограниченности значений слов, даже употребляемых в речи. Неточность слухового восприятия слов, в особенности их окончаний, суффиксов и приставок, препятствует вычленению грамматических форм слова, усвоению грамматических связей между словами. Грубые нарушения проявляются по-разному, от употребления только однословных предложений до развернутой фразы с ошибками в падежах, родовых, числовых, временных согласованиях, в употреблении предложных конструкций.
Особенности овладения морфологическими разрядами слов. Самостоятельно они употребляют наиболее конкретные части речи. У нас существительные глаголы. Большую трудность представляют части речи с отвлеченными значениями, такие как прилагательные, наречия, местоимения и предлоги. Ошибки в построении синтаксических конструкций. Замена предложения словом или рядом слов. Пропуск или употребление лишних предлогов. Пропуск главных членов предложения. Как правило, это сказуемо. Ну, исходя из особенностей нарушения речи учащихся, работа над подготовкой к написанию сочинений ведется следующим образом. Поскольку задание к сочинению – это вопрос, на который дети должны ответить, то для написания учащимся предлагается форма сочинения рассуждения. Вопросы к сочинению каждый год приходят разные, перечень тем очень разнообразен. Какие вопросы задаются на экзамене? Такие, например, как, по вашему мнению, надо относиться к природе? Чему, по вашему мнению, человек может научиться у животных? Что помогает человеку выйти из трудной ситуации? Ну и поскольку учащиеся пишут сочинение и рассуждения, то для начала разберем, что такое рассуждение и план сочинения рассуждения. Значит, что такое рассуждение? Рассуждение – это мысли, изложенные в соответствии с логикой, подкрепленные доказательствами, связанные цепью аргументов и перерастающие в убедительные выводы. Рассуждение выявляет и описывает причины, взаимосвязь каких-либо явлений. В его начале, как правило, помещается тезис. Это утверждение, истинность которого необходимо доказать. Доказывается тезис с помощью аргументов, веских и убедительных доводов. Сочинение может быть основано как на рассуждениях-утверждениях, так и на рассуждениях-опровержениях. Ну и завершать сочинение выводом. Также план сочинения и рассуждения поделен на этапы, так как обучающим с нарушением слуха легче или доступнее написать сочинение и рассуждение. Ну и перейдем к тезису. Так, выдвигаемый тезис станет отправной точкой для последующих рассуждений. Учащихся мы учим, что краткий ответ на поставленный вопрос – это и есть тезис, который они последующими аргументами должны доказать. Почему именно краткий ответ? Потому что речь обучающихся с нарушением слуха бедна, словарный запас ограничен. Обучающихся мы учим обращать внимание на вопрос. Например, чему человек может научиться у животных? И отвечаем мы на вопрос «чему?». Например, человек может научиться у животных доброте, нежности, заботе о детях, ласке. Что помогает человеку в трудных ситуациях? Обращаем внимание на вопрос «что?». Человеку в трудных ситуациях помогает смелость, смекалка. Перейдем с вами к аргументам. Считается, что оптимальное количество аргументов для сочинения рассуждения – это не менее одного. В роли аргументов могут выступать исторические факты, эпизоды сюжетной линии литературных произведений, пословицы, поговорки, цитаты и личный опыт. Приводить аргументы в доказательство своей позиции можно при помощи следующих слов и словосочетаний, таких как «обратимся к факту, воспоминаниям кого-либо, научным данным». Достаточно привести такой пример. Подтверждением сказанного может служить следующий факт. Например, допустим, по свидетельству кого-либо, предположим, потому что, во-первых, во-вторых, в произведении и так далее. Эти слова-подсказки даны в папках-помощницах, и обучающиеся пользуются ими, пока эти предложения не будут автоматизированы в речи. Каждому обучающему также мы советуем составить таблицу со столбцами тема, произведение и краткий сюжет. Например, тема у нас о животных, бережное отношение к животным, одиночество и безответственность, произведение Леонида Николаевича Андреева «Кусака», и даем краткий сюжет. Собака всю жизнь копит злобу на мир, зимой она поселяется на пустующей даче, весной приезжают дачники, первая собака знакомится с Лёлей, со временем люди привыкают к собаке и дают ей кличку Кусака. Собака привыкла и полюбила людей. Осенью Лёля вместе с семьей уезжает в город, Кусаку с собой дачники не берут, собака долго мечется в следах уехавших людей. Вернувшись на дачу и осознав, что она осталась одна, она громко воет от одиночества.
Сначала мы обучаем данной работе учащихся, затем тренируемся вместе с ними, ну а потом уже просим их составлять краткий сюжет самостоятельно. Обучающийся анализирует произведения, которые подойдут той или иной теме, заполняет данную таблицу, и сам процесс анализа и составления таблицы помогает ученику запомнить произведение, использовать его в работе. Также для написания аргументов мы используем клише. Продемонстрирую некоторые из них. Да, вот зачитаю первое. Например, пропускаем, да, в тексте затрагивается проблема, озвучиваем проблему. Эта проблема очень важна, потому что если должны дать аргументированный ответ, да, почему она нужна. Автор текста обращает наше внимание, на что обращает, согласен или согласен с мнением автора ученик, и какие выводы он для себя сделал, что он должен делать или что он думает по данной проблеме. Ознакомиться можете со вторым клише. Так. И вот еще несколько вариантов подобных клише. Тоже эти образцы с этим клише, они находятся в папке учащихся, и учащийся может ими пользоваться. Выбирает из себя более оптимальное, запоминает его и затем использует на экзамене. Так. Ну и сочинение завершает вывод. Он должен быть убедительным, так как это умозаключение, итог, следствие рассуждений. Он почти дублирует тезис, но выводит его на более глубокий уровень за счет обобщений. То есть если в тезисе мы сказали, что животные учат любви, заботе, ласке, то в выводе мы можем написать, что животные всех видов способны преподнести нам ценные жизненные уроки. Вывод можно сформулировать также, используя следующие слова и выражения, такие как «и так», «обобщая сказанное», «таким образом», «следовательно». Также в сочинение обучающихся вносятся учителем поправки, которые затем ученик исправляет, и некоторые сочинения мы заучиваем наизусть. И перейдем к выводам таким образом. И хотя обучение, написание сочинений, рассуждения для обучающих с нарушением слуха – это дело очень трудное, требующее длительной подготовки, благодаря работе такой систематической все ребята успешно справляются с итоговой работой по русскому языку. Безусловно, подготовка к экзамену не ведется последние месяцы. Программа составлена так, что начиная со среднего звена ребята пишут изложение, учатся его сжимать, разбирают произведения, составляется таблица. А в старших классах за счет дополнительного часа выделяется, за счет дополнительного года выделяется еще больше уроков для написания и изложения с творческим заданием. Ну и проводится пробный экзамен. Спасибо за внимание.